молодежи Республики Саха-Якутия. Организаторами форума являются Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Якутская кадетская школа-интернат, Учебно-методический центр по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи «Авангард» Республики Саха-Якутия. Внимание! Под флаги Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Смирно! Равнение направо. Звучит гимн Российской Федерации. Звучит гимн Российской Федерации и гимн Республики Саха-Якутия. Пусть бушует весна, пусть ликует страна, и салют устремляется в небо. И признаний слова в этот день, как всегда, говорим мы, душе своей внемля, ветеранам войны, да и тем, что тылы прикрывали трудом и терпением. Мы желаем добра, и пусть с вами всегда будут близки Бог и везение. Вечная слава павшим и живым. В рамках форума будет обсуждены темы формирования нетерпимого отношения к фашистской идеологии. Кроме того, мы обсудим празднование января 2024 года 80-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Республики Саха-Якутия. 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которая состоится в 2025 году, воспитание патриотизма на примерах памятных дат,
ратных страниц истории нашей страны. В соответствии с пунктом 3 протокола заседания Организационного комитета по подготовке и проведению Республиканского антифашистского форума 2023 Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия издан приказ о проведении республиканской декады, посвященной Дню Героев Отечества. В рамках декады в целях совершенствования форума работы по военно-патриотическому воспитанию в школе, подготовки их к военной службе 8 декабря 2023 года в городе Якутске проводится Республиканский форум по патриотическому воспитанию, посвященный Дню Героев Отечества «Отчизне посвятим». В эти дни во всех образовательных организациях республики проводятся мероприятия, приуроченные к Республиканскому антифашистскому форуму 2023 и ко Дню Героев Отечества с участием ветеранов боевых действий, экспертов в сфере патриотического воспитания. На форуме присутствует заместитель руководителя Департамента государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования Надежда Игнатьевна Захарова. Заместитель руководителя филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Симона Симоновна Томская. Директор автономного учреждения Республики Саха-Якутия музейный комплекс «Моя история» Дмитрий Иванович Соловьев. Директор Якутской кадетской школы-интернат Алексей Александрович Корякин. Руководитель учебно-методического центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» Республики Саха-Якутия Николай Владимирович Баланов. Ветераны и участники специальной военной операции. Слово предоставляется заместителю руководителя Департамента государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования Надежде Игнатьевне Захаровой. Добрый день, дорогие участники форума научно-практической конференции «Отчизне посвятим» и организаторы. Патриотическому воспитанию подрастающего поколения в нашей стране и республике всегда уделялось очень пристальное внимание. И благодаря таким мероприятиям, как этот форум, как научно-практические конференции, благодаря деятельности военно-патриотических клубов и всему кадетскому образованию, которое у нас в стране и в республике реализуется, мы все очень хорошо помним подвиги наших дедов, наших прадедов, наших бабушек, прабабушек, которые вот именно благодаря таким научно-практическим конференциям мы помним, что фашизм – это плохо, да? Что нацизм – это плохо. И поэтому у нас в стране ведется работа по сохранению исторической правды, велась на системной основе. Но, к сожалению, из-за того, что в некоторых странах, в некоторых государствах такая работа не проводилась, сейчас их подрастающее поколение не понимает всех тех ужасов фашизма, сейчас у нас возникла такая необходимость вновь вспомнить о подвигах наших дедов. Почему они эти подвиги совершали? Почему все это происходило? Почему тогда началась Великая Отечественная война? И сохранение исторической правды благодаря таким неравнодушным детям, руководителям, таким мероприятиям у нас, думаю, правда историческая будет сохранена. И сегодня я хочу пожелать всем участникам успехов в вашей исследовательской деятельности. Надеюсь, вы приобретете благодаря этому мероприятию новые знания, новых друзей и новые вершины завоюете. Спасибо. Уважаемые гости, уважаемые участники, для вас выступает солистка вокальной студии «Радость» детского подросткового центра города Якутска Лена Тыльченко с песней «Родина моя, Россия». Руководитель Сивцева Александра Васильевна.
чем твои просторов дали, леса и поля. Необъятной красоты Россия, Родина моя. Здесь я вырос, здесь мой дом, мои друзья. Кто-то скажет, мы всего лишь только дети, мало где бывали, мало что увидели вы. Но я знаю точно, нет дороже, нет на целом свете, чем места, где все были мы рождены. Родина моя, Россия, ты великая Россия, мы дети твои. Будь богатой, будь всесильной, мы всегда с тобой, Россия, вместе навсегда, Россия. Будем гордо мы нести твой флаг по свету, прославляя в мире каждым шагом имя твое. И пусть солнце луч осветит путь наш верный впереди. Россияне, наша дружба победит. Родина моя, Россия, ты великая Россия, мы дети твои. Будь богатой, будь всесильной, мы всегда с тобой, Россия, вместе навсегда, Россия. Родина моя, Россия, Россия, ты великая Россия, мы дети твои. Будь богатой, будь всесильной, мы всегда с тобой, Россия, вместе навсегда, Россия, вместе навсегда, Россия! Слово предоставляется директору автономного учреждения Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Моя история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Добрый день, дорогие друзья. Я хотел поблагодарить эту девушку, такую прекрасную песню спела. Действительно, Россия для нас, наша страна, значит очень многое в нашей жизни. Она все время с нами, в наших мыслях, в наших делах. И очень важно вот то, что сегодня проводится этот форум, и он проводится не первый год, и мы сотрудничаем с кадетской школой. И я считаю, что вы, ребята, очень счастливые люди, что вы учитесь в такой школе, в которой вы учитесь стать настоящими патриотами. А что это такое? Что такое патриот? Патриот – это человек, который искренне, душой и сердцем со своей страной, который понимает ее, знает ее, любит ее. Это самое-самое главное. Вот. И сегодня мы в канун Дня Героев Отечества, нашего праздника, конечно же, чествуем наших героев. А герои, как говорит наш главнокомандующий, это мы все должны понимать, каждый, кто сегодня защищает наше Отечество на территории Украины, современной сегодня в рамках специальной военной операции. Это самые мужественные, отважные люди, которые, не щадя своей жизни порой, защищают нас. Поэтому здесь мы проводим конференции, живем, ходим на выставки, в музеи и так далее. Учимся. Вот. И я, конечно, здесь вот очень рад видеть наших
участников специальной военной операции, которые сегодня проведут с вами диалог на равных. Вот это живое общение с этими людьми, оно очень важно. Спасибо им, что они принимают постоянно, я знаю, каждый день практически принимают участие в таких мероприятиях. Сегодня это мероприятие проводится в рамках антифашистского форума. Это тоже очень серьезное мероприятие. Оно проводится впервые вообще в регионах, в основном в Москве, в Министерстве обороны. И мы сегодня с приглашением большого числа экспертов будем обсуждать разные аспекты этого явления, фашизм, нацизм, и как мы можем с этим бороться всем нашим обществом. Действительно, самое главное – это наша любовь к Отечеству, это наша сплоченность, наше единство, а можно сказать даже 3 единства. Это народ, это вооруженные силы и наше руководство нашей страны. Мы все должны быть вместе, мы все должны понимать, что только вместе мы выстоим. Я желаю вам сегодня с пользой провести время, узнать много интересного и нового, и еще раз впитать в себя то, что мы называем Родиной. Вот эти смыслы, этот дух, пропитаться им, и еще раз прочувствовать себя настоящим патриотом и защитником, будущим защитником нашей Родины. С наступающим праздником, успешной работы. Спасибо. Уважаемые гости, участники, на этом торжественное открытие нашего республиканского форума по патриотическому воспитанию «Вечная слава павшим и живым» завершается. Уважаемые участники, сейчас начнется диалог на равных, открытая беседа с участниками специальной военной операции. Уважаемые участники, начинается открытая беседа с участниками специальной военной операции «Диалог на равных», приуроченная к Республиканскому антифашистскому форуму. Модератор Баланов Николай Владимирович. Уважаемые гости, уважаемые участники, организована онлайн-трансляция диалога на равных, приуроченного к Республиканскому антифашистскому форуму для образовательных организаций Республики. К нам сегодня подключились общеобразовательные школы, члены военно-патриотических клубов, юноармейские отряды и студенты среднего профессионального образования. Уже один есть, спасибо. Доброе утро, уважаемые гости и участники форума. Сегодня, 8 декабря, в канун Дня Героев Отечества, по всей республике проходит мероприятие, посвященное антифашистскому форуму. Эти мероприятия направлены на сохранение исторической памяти, создание условий для формирования патриотического воспитания граждан, а также нетерпимого отношения к фашистской и нацистской идеологии. Сегодня мы с вами поговорим с теми, кто непосредственно столкнулся с проявлениями нацизма, такими как представители нацбатальонов Украины, с участниками специальной военной операции, с нашими героями. Попрошу вас поприветствовать их. Лупеев Алексей Александрович, ветеран боевых действий СВО. Малеев Давид Сергеевич, извиняюсь. Танкист-механик, водитель. Кутуков Сергей Геннадьевич, участник СВО, начальник отдела по работе с личным составом подразделения. А также сегодня с нами Томская Симона Симоновна, заместитель руководителя филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по республике Саха-Якутия. Хотелось бы начать с Лупеева Алексея Александровича. Давайте так сделаем, да? Добрый день, дорогие друзья. Так как у нас сегодня диалог на равных, я бы хотела, чтобы все сели сюда, чуть поближе, чтобы у нас состоялся диалог
как и написано, на равных, чтобы у нас было, да? Не стесняемся, и у нас этот есть стойка с микрофоном, чтобы ребята могли подходить, спрашивать свои вопросы. Мы коротко. Хорошо. Да, поближе сядьте, чтобы это... Вот на первые места тоже можете сесть. Не стесняйтесь, подходите, ребята. Как я сказал, предлагаю первым дать слово Упееву Алексею Александровичу, ветерану боевых действий СВО. Здравствуйте, все собравшиеся здесь. Меня зовут Алексей. Работаю я в фонде «Защитники Отечества». Слышали, наверное, да? Он, значит, организован указом президента Российской Федерации с 1 числа, с 1 июня этого года, вот, для работы с участниками специальной военной операции и членами семей и так далее. Так, значит, обо мне кратко. С начала специальной военной операции убыл в составе добровольческих подразделений, да, скажем так. Через 4 месяца вернулся домой, небольшой перерыв и уехал повторно. Вот в этом году в апреле месяце я вернулся оттуда и в данное время вот, значит, работаю в нашем фонде. Стараюсь как-то помочь по мере возможностей и сил, скажем так. Если кто-то хочет что-то спросить, спрашивайте, я отвечу на ваши вопросы. Не стесняйтесь. Надо ведь. Так, я всех приветствую. Меня зовут Малеев Давид. Я учусь в техникуме сейчас, после специальной военной операции. Так, с чего бы начать? Так, отучился 9 классов, поступил на первый курс, после чего учебу оставил, ушел на службу срочную. После срочной службы подписал контракт Псковской дивизии 76-й гвардейской десантно-штурмовой. 124-й отдельно-танковом батальоне. И 22 марта отправился на специальную военную операцию, был на северном направлении. Это такие города, как Гостомель, Ярпень, Буча, Чернигов, то бишь самые ожесточенные бои происходили. После чего армию России вывели оттуда, и мы сменили направление. Также побывал в Изюме, ложили понтонный мост на Лисичанск, там работали. Ну, после чего ушли на Попасную, с Попасного ушли на Берестовое. Под Берестовым я был подбит, мой танк. Я остался целый и невредим, как бы. Все, вернулся домой, приобрел семью, родился сын, он стал у меня 6-тысячным жителем, как бы. Это моя маленькая такая награда своя, героя, да. Все, как бы, сейчас живу активно, веду активную жизнь в фонде нашем. Ага. Так, ну все, больше кратко об себе рассказал, как бы, если есть у кого вопросы, задавайте, на все отвечу. Был я, если что, механиком-водителем танка Т-72Б3. Как бы. Может, кто в танкисты хочет потом в дальнейшем. Все, Здравствуйте, да? Громко. Ну, сказать о себе, да, вся моя жизнь это было служение в армии и образование, да, такой сплав науки и отваги, да, грубо говоря. Каким образом попал, допустим, на СВО? Здесь было, я работал замдиректора по воспитательной работе, и тут объявили мобилизацию. Я, так как очень часто говорил про патриотизм вообще, да, и как бы защищать родину такой вот долг, добровольно ушел в военкомат,
И как бы, но все равно, как бы, если нет такого понятия, когда в период мобилизации нет такого понятия, там, добровольно, недобровольно, ты как бы, все мы как мобилизационные, те, кого искали где-то там, кто добровольно шел в военкомат, как все равно мобики, да, ну, что сейчас вот занимаемся как в ходу СВО, то есть, да, это уже сейчас вот СВО, это не та война, которую мы смотрим, видим по телевизору, да, то есть танки, пехота. Сейчас идет современные виды оружия, то есть такие как беспилотные летательные аппараты, да, можно сказать, вот вы часто слышите, да, артиллерии, и, грубо говоря, на многих направлениях ты даже не видишь противника, да, сидишь в окопах, да, такая окопная война, грубо говоря, ты не видишь противника и видишь, слышишь какие-то дроны, беспилотные летательные аппараты. Да, беспилотные летательные аппараты не появились давно, в принципе, да, но залы, так называемые, крылья дальнего, да, действия, которые несут с собой какие-то определенные боевые заряды, сейчас же начали использовать маленькие дроны, которые мы видим, да, вот смотрите, снимаем, да, вот эти коптеры, квадрокоптеры, да, вот это, они тоже несут такие определенные вещи. То есть и сегодня, да, вот, придя домой, начинаю понимать, что как раз таки надо необходимо вести, менять тактику, да, над этим многие люди работают, и поэтому здесь у нас в Якутске создался уже, да, подразделение беспилотных летательных аппаратов, да, то есть именно такое арктическое экспериментальное, где я сейчас вот и служу. Нет. Раз. Так, тогда я, получается, предварю, наверное, вопрос участников. Такой вопрос. У нас тут специалисты по БПЛА, танкисты. Алексей Александрович, а вы? Пехотинец, да? Ну вот, вы из всех разных родов войск. А что именно вас сподвигло пойти на защиту Отечества, Родины? Это в первую очередь патриотизм, как бы, не дать врагу вторгнуться в нашу страну, это в первую очередь. Как бы, шли все на защиту Родины, как бы бороться за, как бы, так сказать, за русскоговорящий народ, как бы, за Россию. Ясно. А другие? Сергей Геннадьевич, что скажете? Ну, что сподвигло? Ну, наверное, я, как и многие, да, наши вот, мои ровесники, был воспитан на фильмах советского периода, да, вот эти Второй мировой войны, да, вот именно духа вот этого патриотизма, защита Родины. И, скорее всего, вот это и повлияло большую часть на мое принятие решения, как бы, пойти. Ясно. Так, как видите, у нас среди участников имеются кадеты кадетской школы. Вы у нас были в гостях? Ну да, я хочу сказать, я работал в кадетской школе офицера-воспитателя, тут вот знакомые лица. Ну, правда, мои дети уже выпустились, в принципе, да, которых я был офицером-воспитателем. И, как сказать, ну, это правильный выбор, правильная стезя, на самом деле, да. Просто в мое время, когда я рос, в принципе, таких вот кадетских школ не было, поэтому, наверное, тоже бы пошел учиться именно, да. Самое хорошее, что там идет отбор, да, именно таких людей, которые выбрали себе путь патриота, военного будущего, да, защитника Родины. Ну, как раз, наверное, у нас все участники патриоты. Просто можно же быть патриотом, как и вы на передовой. Так. Что еще хотел спросить? Получается, вам не сложно было в первое время-то от измененных ситуаций? Ну, как сложно. Я заходил туда, мы, как участник 14-й бригады, ГРУшная разведка,
Самое удивительное было то, что мы не были готовы, в принципе, да, к ведению этой войны. И если посмотреть даже учебники, да, 19 года именно защитник Отечества, именно Украины, там было с 19 года они уже начали изучать Брэдли. То есть Брэдли появился, в принципе, недавно, да, вот на фронтах Украины, а там они уже в своих учебниках, в принципе, да, соединения, ТТХ и как им использовать, учебниках в школе уже начали вот именно описывать. То есть они целенаправленно готовились к этой операции, и мы, когда вот с разведкой заходили, да, группа у нас 7 человек была, вроде бы разведка, и мы такими еще с тем опытом, багажом именно советского, который у нас был, грубо говоря, мы вроде в разведке, мы глаза и уши, но при этом мы сейчас остались слепыми, да, вот именно в начале войны, когда вот эти квадрокоптеры, когда вот эти новые технологии, мы остались слепые, мы высчитывали, да, я вам честно скажу, да, вот здесь вот наш другой отряд, и мы отряд стреляет танк, мы его, грубо говоря, он стреляет, и нам надо было его высчитать, и мы, вот знаете, есть такая по звуку, звук вышел, до сколько он у нас пришел, выход, прилет, и по звуку, по ориентировке, да, вот это 2 азимута, и здесь отряд один стоит также, да, сидит, и вот примерно вот так вот мы высчитывали, да, когда наш противник уже полностью видел, нас смотрел, как он, где мы находимся, вот такие, поэтому одно из таких, я, кстати, тоже не использовался никогда БПЛА, я только вот тогда вот понял и пришел, и сейчас только начал этим заниматься. Ну, говорить о трудности, да, ты просто видишь, где-то жужжит, ты толком его не видишь. До сих пор какая-то, может быть, это осталось такое, так сказать, когда рядом взлетает, все равно какой-то вот, да, какая-то вот такая вот мания, маленько осталась. Вот. Психологически как-то этот. Так, вопрос Давид был. Сергеевич, ага, такой вопрос. Ваш же танк сейчас Т-72 же, да? Б-3? Да, Б-3. Ага. Был у меня. Он так и был, да? Не Ясно. осталось его. Так, И как он получается? Это более современная модель? нет, обычная как бы. Че, родина дала, на то и поехал, как говорится. Ну, насколько она сложна В управлении Задачи выполнять на нем можно? можно, Успешно. успешно, конечно. Как бы, всему научили, как бы, как говорится, в учебном центре же был сначала в Хабаровске. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою, все то же самое. Как бы, чему учили, то и делали на задачах. Ну, так получается, когда вы там находились, чувствовали ли поддержку, получается? Не только Да, от наших хотел, но поддержка. вообще от... Поддержка чувствовалась, как бы, также дети письма отправляли, это очень, как бы, психологически, это очень вообще прям радует, как будто окунаешься немножко домой, так ты сидишь где-нибудь в танчике, либо в окопе, да, и читаешь там письма, там, например, там, Ваня там с 5 Б класса тебе там желает, аж, грубо говоря, на слезу пробивает вот так. Когда ты сидишь и чувствуешь себя воином, то, что ты стоишь на защите своей родины. Как бы вот так вот. Ну, думаю, да, достаточно. Так, Алексей Александрович, есть что добавить? Извините. Так, у участников вопросов не появилось? Ну что, мужчины, поактивнее? Чего вы стесняетесь? Неужели ничего не хотите спросить? Да, вот именно то, что вы, получается, на уроках Любые вопросы, изучали. не стесняйтесь, я же говорю. Задавайте. Лена Васильевна. Самая мужественная оказалась девочка. Как обычно. Может ли женщина служить? Конечно, может, как бы, как сказать? Санинструктором, да. Да, Тоже с 18 инструкторша лет. есть. Тоже с 18 лет, да? Да, все с 18 лет. Как бы. Но лучше подальше от передовой. И войсковые части есть. Вот у нас в Псковской дивизии, например, и девушки были как бы в пехотах, даже если не ошибаюсь, в пехотах девушки были, и много видел девушек.
Даже на технике видел девушек, механиков на БМДшках. Как бы. Донецкое ополчение. Да, вроде бы Донецкое ополчение. И у нас псковские тоже были девчата. Все можно, как бы, если будет желание, можно хоть куда попасть. Ну не нужно, туда не стоит. Да, на самом деле война это не женское дело, да. И ну, что, о чем говорить, да, скрывать не будем, да, там люди умирают, погибают, и когда погибает женщина, чья-то мать, дочка, то боевой дух у мужчин сразу прям падает еще больше, да, на самом деле. Смотреть, видеть, и как бы любое боевое подразделение, ну, часто я вам скажу, да, как бы не старается брать женщину себе в отряд. Потому что это ты будешь больше следить, да, не за своими друзьями, да, боевая задача. Ты будешь больше оберегать ее, да, то есть поэтому цель. Поэтому женщинам в армии, да, они есть, они служат, но они выполняют определенные задачи, да, это в госпиталях, связь какая-то, да, вот. То есть те задачи конкретно нет соприкосновения с противником. Я как представитель прекрасного пола вам отвечу, что, ну, как сказал Сергей, война это не для женщин, да? Женщины должны обеспечивать надежный тыл, мы должны ждать, верить и все делать для фронта. Вот в этом заключается роль женщины сейчас. И ну я так думаю. Еще вопросы? Лена Васильевна, нет? Есть вопросы? А вот. Ну, в принципе, если вы учитесь в школе, наверное, знаете историю, да? Великой Отечественной войны, то есть что такое фашизм, где он зародился, как развивался и все остальное. В принципе, нынешний фашизм, который у нас сейчас пропагандируют на Украине, это, скажем так, немного трансформированное понятие вот, под нынешние реалии. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Более развернуто. Я понял. Ну, скажем так, вот какие идеи, вот давайте это диалог же типа как открытый, да, или что там, на равных. Какие вот идеи фашизма вы знаете? Что вообще знаете вы о фашизме, если на то пошло? Вы изучали историю, давайте вот расскажите. Фашистской Германии, я думаю, да. Все верно. В принципе, в целом, если не вдаваться в детали, то в общих чертах это так и есть. И нынешние фашисты, которые у нас на Украине, они, в принципе, это то же самое. Вот. То есть они считают, что их раса там превосходит другие и так далее и тому подобное. Пытаются перевернуть историю, вот, общую историю, общеизвестную, которую мы все там учили в свое время в школе. Но они пытаются это все перевернуть, как бы трансформировать, да, на свой лад и прививают это вот подрастающему поколению. Эти все идеи и так далее. Лжеидеи, лжепонятия. На самом деле это не так, но это выгодно для того, чтобы воспитать определенное сознание у подрастающего поколения, вот, чтобы те дальше опять же насаждали вот это все. Поэтому, почему я у вас спрашиваю, что такое фашизм, вы сидите, молчите. Это антифашистский форум. Вы же должны четко понимать, зачем вы сюда пришли. Для чего? То, что вас просто там позвали или что? Почему я и задаю вам вопрос, а вы молчите? Это был вопрос.
Для чего вы сюда пришли? Ну, юноша, вы подождите, я смотрю, вы очень активный. Давайте за всех. Я должен понимать, что такое пожив, не давать протекать его им как ядом для общества. Да? Ну, короче, Своими словами. вы должны знать, что такое фашизм для того, чтобы мы, вот, например, по другим названиям не вели в это ужасное общество людей, которые ненавидят других, точно таких же людей. Все понял. Благодарю. Есть кому что добавить? Вставайте. А? Сколько времени пробыл в зоне СВО? Ну, в общих чертах где-то 9 месяцев, скажем так. Сколько времени провели в зоне 9 СВО? месяцев я пробыл в зоне СВО. Спасибо. Да. Ну, в общем, я сказал, в общем. У меня вопрос такой. А как ваша семья отпустила, как реагировала? Семья, ну, учитывая то, что я не женат, мне было проще. Вот. Как бы родители отреагировали совершенно нормально. Никто не препятствовал, то есть проблем с этим не было. Вот. У меня сейчас младший брат ушел, я пришел, он ушел, у нас ротация произошла, да? Вот. И родители реагируют совершенно адекватно. Ну, потому что прекрасно понимают сложившуюся ситуацию и так далее. Всё, никто никого там не отговаривал. То есть, ну, у меня в семье так принято. Да, все взрослые люди. Каждый понимает, что он делает, зачем. И так далее. Да, жена у меня потом появилась. Я вообще сирота, у меня только бабушка, мой опекун был. Когда я отправился в зону СВО, я ей просто не сказал, как бы. Потом уже спустя какое-то время, там как в Великой Отечественной войне, у нас там такой телефончик был стационарный, с него набрал, сказал, там немного обманул ее, говорю, в Крыму боеприпасы гружу, товарищам помогая, там пацаны на линии фронта, на передовой, хотя сам уже находился на передовой. И все как бы так протянул за определенное времени, вернулся и уже потом уже как-то сказал то, что вот так и так, то есть жив-здоров, вернулся, участвовал. Нормально отреагировала, как бы. У меня бабушка тоже очень патриотичная женщина. Как бы. Вот так вот. Да, на тот период у меня являюсь многодетным отцом, у меня 3 детей, и, может быть, поэтому как бы миссию свою выполнил, да, мне, может, все говорят, вот, жена, дети, тяжело, да, наоборот, мне кажется, с моей стороны, у того, у кого нет детей, да, вам, наоборот, надо делать детей здесь, оставаться, как бы, оставить свой, основная мысль же нашей жизни, это потомство, да, это вы, дети. Поэтому у меня как бы были дети, да, поэтому как-то легко. Я честно вам скажу, да, когда даже объявили мобилизацию, как бы у всех, все вы знаете, да, что у педсостава как бы была мужчин, количество состава была бронь. Я такой, знаете, я маленько обманул, я сказал, все, меня вызвали, мне надо идти, на самом деле меня никто не вызывал. И поэтому они все такие маленько в шоке. Ну, я говорю, да, Родина зовет. Таким образом я и пошел, если честно. Да, ну, да, обманул, как бы, если честно, но семья была маленько против. Вот. Ну и сейчас, да, когда второй раз уже готовимся к этому, они тоже сначала, как так, ты же вроде все, вернулся обратно. И опять туда идешь. Вроде и директором школы стал, как бы, да, и опять я уволился и подписал контракт снова. Так. И они такие в шоке, да, вот это, ну, может быть, не знаю, может, во мне что-то неправильное. Ясно, как раз, дорогие участники, по времени у нас как раз урок подходит к концу. Предлагаю завершить наше мероприятие выступлением Симоны Томской. Ну, конечно, наш филиал работает с 1 июня, да, филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Саха-Якутия. Такие филиалы у нас открыты по всей России, во всех 89 регионах.
Да, и основная задача, ну, одним из приоритетных задач нашего филиала является вовлечение ветеранов боевых действий и членов семей погибших в патриотическое воспитание детей и молодежи. Да, поэтому иногда мы с ребятами, конечно, смеемся, что я как будто их продюсер, да, продюсирую везде с собой, везде вместе ходим. И это вы сегодня видите наших активных ребят, да. Не все открываются, не все ходят на такие встречи после спецоперации, да, потому что некоторым нужно время, чтобы отойти от этого. И сегодня вот я еще раз остановлюсь на наших ветеранах. Это мой коллега Алексей, да, он у нас работает социальным координатором после спецоперации, приступил к работе, помогает участникам тоже специальной военной операции, уже, да, сам уже помогает. И Алексей очень скромный человек, на самом-то деле он награжден орденом мужества. Давайте похлопаем. Ага. Это орден мужества все-таки это та награда, которая до Героя России, да, поэтому я не люблю, конечно, когда они скромничают, но что есть, да. Давид у нас недавно только появился в нашем поле, он везде участвует, уже сколько мероприятий, вообще очень много. Про него рассказывали и на ГТРК, и на НВК, везде он выступает, поэтому такой активный молодой человек, у него совсем маленький ребенок, несмотря на это он приходит, когда мы его приглашаем. Сергей у нас, это мой, как сказать, не коллега, но мы с ним вместе работали в Якутской кадетской школе, все ребята меня знают, я работала педагогом в учебно-методическом центре «Авангард», да, до того, как меня пригласили в филиал. Сергей является тоже очень активным человеком, который стоит на истоках создания региональной общественной организации «Союз ветеранов специальной военной операции». Да, то есть мы с ним делали и уставы, и протоколы, чтобы объединить наших ветеранов, участников специальной военной операции. Вот, коротко так. Я хочу еще раз поблагодарить наших ребят за участие. Ребята, огромная просьба, если вы будете ходить на такие мероприятия, заранее готовьте вопросы, потому что люди все-таки отпрашиваются с работы, люди оставляют свою семью для встречи с вами, оставляют работу на некоторое время, поэтому не очень хорошо бывает, когда аудитория молчит, да, и поэтому в следующий раз, пожалуйста, подготовьтесь, в следующий раз надеемся, что у нас диалог на равных будет таким интересным, да. И вроде бы все. Желаю всем успехов. Сегодня я знаю, что пройдет научно-практическая конференция «Отчизне посвятим», да. Я знаю, что здесь ребята, многие из вас участвуют, поэтому ни пуха, ни пера. Желаю всем удачи, чтобы призовые места были у вас, дорогие кадеты. Так, спасибо, Симона Симоновна. Еще раз хотелось бы поблагодарить наших ветеранов, героев, что сегодня пришли к нашему мероприятию, уделили время. От лица учебно-методического центра «Авангард» хотелось бы поблагодарить вас и надеяться на дальнейшую работу. Спасибо, что вносите свой вклад в военно-патриотическое воспитание детей и молодежи по всей республике. Спасибо за ваш неоценимый вклад. За вклад в развитие патриотического воспитания благодарственным письмом награждается ветеран боевых действий специальной военной операции Алексей Александрович Лупеев. Благодарственным письмом награждается танкист-механик-водитель Т-72Б3, ветеран боевых действий специальной военной операции Малеев Данил Давид Сергеевич. Благодарственным письмом награждается участник специальной военной операции, начальник отдела по работе с личным составом подразделения беспилотных летательных аппаратов Сергей Геннадьевич Кутуков.
За содействие развитию патриотического воспитания детей Республики Саха-Якутия благодарственным письмом награждается заместитель руководителя филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Симона Симоновна Томская. Спасибо. Уважаемый, Ну, уважаемые участники нашего форума, для вас сейчас пройдет республиканский открытый урок на тему «День Героев Отечества». Ага, 5 минут. Ага, 5 минут перерыв. Объявляется 5-минутный перерыв.